Сегодня у нас уже второй визит, мы уже не первый раз работаем с нашими абхазскими коллегами. В прошлый раз нашей задачей было сделать первый противоаварийный осмотр, первые противоаварийные консервационные мероприятия с тем, чтобы вот пострадавшие картины могли безопасно храниться, чтобы для угрозы сохранности ничего не было. Сейчас у нас другая задача. Мы готовим картины к транспортировке, для этого их всех надо систематизировать. Мы повторно их всех осматриваем, выявляем какие-то объекты на предмет еще повторной подготовки к отправке. Завтра мы с коллегой будем проводить также консервационные мероприятия. Вот. А сейчас мы делаем краткое описание сохранности и общую ревизию произведений, сверяем картины со списком. И в дальнейшем это упростит работу транспортной компании, потому что надо учитывать и количество материалов, которые потребуются для упаковки, и какие-то нюансы, конечно же, связанные с упаковкой, потому что пострадавшие произведения требуют дополнительного внимания, и, конечно же, упаковка будет не совсем стандартной, как это обычно происходит в музейной практике, когда картины покидают стены музея. Вот, и мы с коллегой сейчас должны учесть все эти нюансы и подготовить картины к отправке. Вот, собственно, сколько все. картин вы планируете отправить в Москву? Вот мы как раз сейчас и занимаемся, работаем со списками, пока нет точного количества произведений. Ну, сколько картин уже вам удалось? Ну, сегодня мы уже просмотрели порядка 60 произведений. Всего в списке 147, по-моему, картин именно живописной техники. Еще есть графические объекты, поэтому нам надо все сверить и посмотреть. Как вы оцениваете состояние картин уцелевших? Ну, что сказать, сложное, конечно, состояние, но для этого существует профессия реставраторов, чтобы решать подчас и очень сложные задачи. И вот какие рамки, да и сколько времени понадобится? Ну, тут пока очень сложно сказать, потому что мы настолько еще находимся далеко на предварительном этапе. И еще нам предстоит долгий путь, потому что нам нужно на реставрационных советах и согласовывать методики, и чтобы у нас возникло понимание, как мы будем работать с этими произведениями. Ведь, как я понимаю, в этой работе будут задействованы крупнейшие реставрационные центры страны. И, конечно, все это надо будет решать нам всем коллегиально. Подскажите, пожалуйста, с какими сложностями вы сталкиваетесь при реставрационных работах? Ну, пока мы не занимаемся реставрационными работами, пока мы только подготавливаем произведения к отправке, мы, скорее, это у нас консервационные мероприятия, с тем, чтобы при транспортировке, перемещении картины не пострадали. Скажите, пожалуйста, Марат, а каковы особенности консервации вот именно этих работ, пострадавших в результате пожара? Ну, ожоги всегда это очень сложно. Это одно из самых сложных повреждений для масляной живописи. И, конечно, тут требуется определенное понимание и именно методика, которая позволяет работать именно с такими повреждениями. Вы отбираете картины по каким-то определенным критериям, по мере сохранности их? Безусловно, или как? сохранность произведений является основополагающим фактором. То есть не все работы? Но если картины в удовлетворительном состоянии сохранности, конечно, мы меньше внимания уделяем, нежели те, которые сильно пострадали при чрезвычайной ситуации.